В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфелина Алексеева. Здравствуйте. В ленте новостей ежедневно мы сталкиваемся с сообщениями о техногенных пожарах. Нередко возгорания в доме и квартире или на любом другом объекте могут закончиться гибелью людей. Сегодня мы поговорим, как предотвратить возникновение техногенного пожара. Гостья в студии Ксения Рахматуллина, руководитель управления пресс-службы МЧС России по республике. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Сколько техногенных пожаров произошло с начала текущего года и сколько пострадавших? С начала года у нас произошло порядком 1300 техногенных пожаров, свыше 500 – это жилой сектор. У нас, к сожалению, от воздействия опасных факторов пожара погибло 35 человек и 27 были травмированы, в том числе есть и дети среди погибших и травмированных. Несмотря на снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по количеству травмируемых и погибших на пожарах, у нас идет интенсивный рост именно техногенных пожаров. Сейчас в республике он составляет около 8%. Сотрудники Госпошнадзора ведут активную профилактическую работу. Стараемся донести населению информацию о соблюдении требований пожарной безопасности. Каков ущерб? Ущерб у нас достаточно максимальный, но самый главный ущерб, естественно, для нас – это потеря нашего населения. По имуществу это уже порядка около 1 миллиарда рублей. В общей сложности это всегда складывается оцененное имущество. То есть если есть страховка, конечно, это сразу прописывается, но зачастую необходимо проводить дополнительные экспертизы для установления. Какие пожары в регионе оказались наиболее крупными? В современных реалиях мы сталкиваемся сейчас все больше с пожарами на торговых площадях. Если говорить о Якутске, то есть у нас буквально за 1,5 месяца произошло 5 крупных пожаров. То есть чем чреваты такие пожары? Это большие площади, это большая загруженность горючими материалами. Соответственно, тушение их осложняется. Зачастую это приходится работать именно на кровле огнеборцам. И они являются по своей специфике сложными как в тушении, так и, естественно, большой охват площадей. С чем это связано? Сейчас у нас проходит с 2018 года реформа контрольно-надзорной деятельности. Переводим на рискоориентированный подход всех собственников имущества. Соответственно, это какие-то послабления в рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий, в частности, это плановые проверки. Объекты малого и среднего бизнеса все больше уходят от проверочных мероприятий. Надеемся на их благоразумие, проведение профилактики. То есть любой собственник имущества может обратиться в органы Госпошнадзора по своему району или же по городу, чтобы с ним провели мероприятия. Поэтому в большинстве случаев это профилактика. Сейчас мало надзорных мероприятий. Конечно же, нам в этом помогают органы прокуратуры республики, также и районов, которые выдают требования об организации внеплановых проверок. Зачастую это большой объем работы, сроки малые. И, соответственно, наши сотрудники активно проверяют все объекты. Естественно, мы стараемся делать акцент на объекты с массовым пребыванием людей. Это более 50 человек единовременно, когда на объекте могут находиться. Они находятся под тщательным контролем. И там, естественно, любым возможным способом мы проводим проверки, дабы не нарушать законодательство. Поэтому повторюсь, что спасибо органам прокуратуры, что с нами работают, тесно взаимодействуют в данном направлении. Поэтому стараемся бдить. По каким причинам возникают пожары? Основная, самая распространенная причина из года в год, она остается одна, это зачастую неосторожное обращение с огнем. Дальше у нас идут причины, это нарушение правил и устройства, эксплуатация электрообогревательных приборов и печного отопления. Сейчас у нас лето, это редкий случай, потому что, если кто-то и ходит, то это в баню, наверное, в частном секторе, или шашлыки.
Вот по осени мы, естественно, ожидаем уже увеличения. То есть первое у нас это всегда остается неосторожное обращение с огнем, а вот по электричеству и по печам в зависимости от сезона меняются местами эти причины пожаров. Какая профилактическая работа проводится с населением, с сотрудниками Госпошнадзора? Регулярно сотрудники у нас в ежедневном режиме практически, они проходят, общаются с населением. Сейчас у нас летний период, поэтому основной акцент у нас сделан, естественно, на природные пожары, на отдых в частном секторе, на объектах ИЖС, граничащих с лесным массивом. Соответственно, в жилом секторе чуть пониже мы спустились. Тем не менее, нам помогают также огнеборцы республики, служба спасения. То есть это в ежедневном практически режиме работа. То есть мы постоянно работаем с населением. Если говорить о цифрах, то уже проведено свыше 15 тысяч рейдов с начала года и проинструктировано порядком 20 тысяч населения. Это только по техногенным пожарам, не считая лесопожарный сезон. Насколько эффективны противопожарные извещатели? Я знаю, что так стало, как бы не то чтобы модно, но очень тоже такая большая профилактическая работа проводилась, много где они установлены. Знаете, у моего прямого руководителя в Москве есть такая фраза: «Безопасность должна быть модной». Поэтому, да, мы бы хотели, чтобы пожарный извещатель вошел в моду в нашей республике. Эта работа проводится совместно с органами государственной власти и муниципалитетов республики. Она проводится уже давно, выделяется финансирование как из федерального бюджета, так и из республиканского. Определенная категория граждан могут установить в своем жилье бесплатно, обратившись в органы муниципалитетов. Если мы говорим о Якутске, это округа, да, и других крупных городах. Населенные пункты поменьше уже обращаются к муниципалитетам. Кто попадает в эту категорию? Естественно, это попадают пенсионеры, это многодетные семьи, это семьи с инвалидными, с гражданами, которые имеют инвалидность, и также граждане с низким социальным достатком. То есть подается заявление, где вписывается, то есть в какую категорию гражданин входит, и просит установить у себя данный извещатель. Здесь, кстати, если отметить, вот Якутск, наверное, один из ударников, скажем так, по установке этих автономных извещателей. Они одни из первых подключились в эту программу. То есть сначала это был бюджет мэрии. Вот, в дальнейшем, конечно, программа расширилась. Сейчас активно ведется, продолжается. Каждую неделю устанавливают извещатели в дома, но граждане, которые не попадают в одну из этих категорий, могут приобрести самостоятельно. У нас обширный перечень магазинов, где можно купить, приобрести за свой счет это оборудование. На маркетплейсах сейчас все их активно используют, поэтому можно заказать. Цена варьируется от 400 рублей, это обычно, то есть на батарейках, и уже можно повыше. То есть есть также извещатели. У нас одно время даже их устанавливали бесплатно в домах, где живут маломобильные граждане. Это с автоматическим сигналом в подразделение пожарной охраны с GSM-модулем, то есть там стоит сим-карта, и, соответственно, при сработке сигнал идет сразу в пожарную часть. Там мы так северные районы, скажем так, обезопасили. Такой тип это уже дорогой, то есть он где-то в районе 2500–3000 тысяч сейчас стоит, плюс еще годовое обслуживание сим-карты. То есть на любой карман, скажем так, жители могут купить себе извещатели, установить и обезопасить себя. Сигнал громкий, очень громкий, нервирующий. Поэтому нужно устанавливать, естественно, в местах, где проход. То есть очень многие не понимают, где его именно установить. У нас дым идет поверху всегда. То есть это законы физики, соответственно, извещатель должен устанавливаться в проходе, где есть источник повышенной опасности. То есть это, как правило, над потолком. Вот, там его устанавливают. То есть нет смысла его ставить, например, в санузле, в коридоре.
потому что, ну, в зависимости от коридора, конечно, куда он ведет. То есть смотреть нужно по горючей нагрузке. Во всех ли населенных пунктах республики имеется пожарная охрана? Да, у нас есть несколько видов пожарной охраны. Это федеральная составляющая. Это подразделение у нас базируется Якутск, Алдан, Ленск, Мирный, Нерюнгри. Это федеральная составляющая МЧС России. Также у нас есть государственная противопожарная служба субъекта. То есть это ГПС Якутии, которая базируется во всех районах. И если говорить отдельно по населенным пунктам, созданы добровольно-пожарные дружины, команды, ну, в зависимости от численности у них варьируется название. Была проделана колоссальная работа, наверное, с правительством республики. Это делалось на протяжении 5 лет. Очень долго мы ждали финансирования на регион, то есть на обучение специалистов, на оснащение их всех необходимым. Работа продолжается. Сейчас активно наши добровольные пожарные задействованы на тушении природных пожаров. И, тем не менее, то есть, ну, в случае возникновения пожара в самом населенном пункте прибывают, естественно, туда самые первые. И, ну, если так посмотреть, года 2, наверное, по статистике, наши добровольцы все чаще и чаще, ну, совершенствуются и занимаются как бы ликвидацией пожаров. Вот, в своем населенном пункте, то есть, сами знаете, может быть село, там 45 человек, а от государственной противопожарной службы ехать там часа 3 от райцентра в это село, и наши добровольцы успешно справляются с такими пожарами. Это мы, кстати, одни из в России, если посмотреть по России, наша республика одна из первых активно включилась в эту программу, развивая добровольчество, и мы самый крупный субъект по численности добровольных пожарных команд. Ну и в конце нашей беседы хотелось бы спросить, я знаю, что инспектора обязательно очень часто проверяют социальные объекты. Какие нарушения чаще всего выявляются? Что касается социальных объектов, это у нас школы, детские сады, лечебные учреждения, дома-интернаты, в общем, все, что входит в социальный корпус, у нас проверяется не менее 1 раза в год. Но по возможности мы делаем это в начале, ну, к 1 сентябрю. Сейчас у нас с августа начнется активная подготовка как социальной сферы, так и объектов жизнеобеспечения в переходящий период на осень-зиму и по весне. То есть при подготовке, то есть если говорить о детях, то это уход на каникулах, и если это осень, у нас подготовка к зиме. Ну что, спасибо большое, что уделили время и ответили на наши актуальные важные вопросы. Но я напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.